Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие овны. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 31 октября по 6 ноября. Мы посмотрим, какими же могут быть события в этот промежуток времени для вас. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так и по знаку асцендента, либо по лунному знаку. У всех по-разному проигрываются данные прогнозы. Я подчеркиваю это. Напоминаю также, что это общий прогноз. Конечно же, не воспринимайте все буквально. У каждого из вас свои ситуации. Для кого-то прогноз подойдет по солнечному знаку, а кто-то, может быть, найдет для себя подсказки именно по знаку асцендента. Кстати, они очень хорошо проигрываются, либо по лунному знаку. Ой, прошу прощения за горло. Голос иногда пропадает. Последствия простуды, даже не простуда, а сейчас нынешняя болезнь коронавирус. Так, ну не об этом. Смотрите, если я что-то, напоминаю, если я что-то пропускаю в данных прогнозах, какое-то совпадение, вы мне обязательно пишите в комментариях, я отвечу, что может обозначать данное совпадение. Возможно, для вас оно будет значимым. Итак, давайте-ка будем смотреть. Овны. Овны с 31 октября по 6 ноября. Так, ну что, родные мои, давайте-ка будем смотреть, что у нас тут получается. Так. Есть у нас первое событие, оно связано с каким-то известием, с новостью. Либо кто-то позвонит, но больше всего это касается каких-то, вполне возможно, писем, документов. Либо кто-то напишет, либо получение какого-то документа, либо деньги в конверте. Так, давайте-ка посмотрим, что это у нас за новость. Касаемо чего? Опять-таки повторюсь, это не обязательно у всех одинаково проиграется. Так, что это у нас за письмо? Что это за известие у нас? Что это за новость? Так, новость, скорее всего, от какого-то друга. Ну, новость хорошая. Может быть, друг позвонит или подруга позвонит. Может быть, кто-то из-за границы, кстати. Может, по поводу каких-то сложностей, каких-то, может быть, каких-то сложностей и препятствий. Может быть, у друга какие-то сложности, либо у вас, и вы позвоните к другу, тоже как вариант. Так, еще что? Какой-то друг. Может быть, новость по поводу того, что что-то не тяжело продвигается, может быть, в карьере, может быть, в какой-то ситуации, к чему-то вы привязаны, к чему-то привязаны, вот, и нет возможности или очень тяжело куда-то двигаться или что-то, какую-то ситуацию решить тяжело. Ну, может быть, это у этого друга такая ситуация. Или друг просто вот из-за границы позвонит. Еще что у нас за известие? На чем это? Сад. Ну, по поводу какого-то из общественного места, кстати, может быть. Из общественного места. По поводу, может быть, чего-то нового, или, может быть, у кого-то проиграется по поводу что-то связанное с детьми. Может, какая-то известие прийти. Так, 3, 5. Так, и у нас ситуация с Луной тут говорит о том, что очень важное событие. Так, а где мои камешки? Так, очень важное событие может быть у вас на этой неделе, и оно может быть достаточно значимым для вас в этом месяце. И либо событие, которое происходит каждый месяц в одно и то же время, то есть может быть оплачивание чего-то или посещение чего-то, то, что вы делаете каждый месяц в одно и то же время примерно.
либо проиграется также такое событие, какое-то значимое, важное событие может проиграться через месяц, отсчитывая от сегодняшнего дня. Вот как вы смотрите прогноз. Через месяц запоминаете, какой, допустим, сегодня день, какое число, и через месяц может проиграться очень важное событие. Это может быть событие, из-за которого вы очень сильно переживаете. Есть какие-то волнения, страхи, есть какие-то обманы, вполне возможно, по отношению к вам. Ну, у вас по этому поводу могут быть какие-то переживания. Переживания могут быть еще из-за какой-то женщины, кстати. Вот из-за взрослой какой-то женщины. Это может быть мама, бабушка, какая-то близкая родственница по женской линии. Так, ну вот так вот дальше. Так, пока что ничего. Ага. Есть у нас события в доме. Ну вот события в доме, и вполне возможно, вы из-за него переживаете. Это как вариант. Либо переживаете из-за женщины. А может быть, у вас события в доме, это день рождения вашей мамы, тоже как вариант. События в доме. Давайте-ка мы уточним, что это у нас за событие, с чем это может быть связано. Так, и что это у нас событие? Что это у нас за событие? И событие в месяце, значимое событие в месяце в вашем доме. Что это за событие? Так. Событие связано у нас смотрите, с какими-то переменами. С какими-то переменами. Перемены сейчас что-то связано, перемены какие-то вот, ну вот, из-за которых вы переживаете. Какая-то вот информация, и вы из-за этого переживаете. И опять-таки из-за этого человека. Близкий вам какой-то человек, близкий друг, либо может быть, либо друг, либо может быть или подруга, либо то, что стоит на месте, либо близкий вам человек, родной. Это может быть, кстати, может быть муж, сестра, любой близкий вам человек, родственник, кто по роду. Вполне возможно, женщина, это женщина, да. Переживания. Могут быть перемены какие-то. Дальше. Так. Так, так. Так, так, так. Угу. Так, есть какое-то нерешенное дело. Нерешенное дело. Ну вот у нас все получается, вот нерешенное дело, вот переживания и события в доме. Перемены там могут быть, но перемены либо вот медленно они идут. Вот хотелось бы что-то быстро, а идет все очень медленно. Вот, либо, но все равно медленно, уверенно какое-то есть движение к цели. Может быть, у кого-то есть какие-то нерешенное дело, вполне возможно, или события, или переживания по поводу заграницы. Вот у нас заграница выпала. Может быть, у кого-то связано с автомобилем, кстати, тоже как вариант. Может, так. Продвижение. Продвижение будет, но очень медленно и как-то так нестабильно. Так, нерешенное дело. По поводу чего это у нас? Но опять-таки, вот это вот есть какое-то либо препятствие, либо нерешенное дело, связанное с какой-то дорогой. Вполне возможно, у кого-то это все-таки за граница. У кого-то это может быть
трудное препятствие. Куда-то хотелось бы, может быть, выехать кому-то. Пока что какие-то препятствия. Нет какого-то движения. Либо если вы идете к своей цели, но это очень медленно. Очень медленно. Нет, пока что нет. Очень медленно и пока что нет. Перемены будут, но смотрите, перемены будут, но чуть попозже. Как-то медленно вы идете к каким-то переменам. Пока что нет, но будут перемены положительного характера, но не сейчас, не на этой неделе так точно. Так, дальше. Так, здесь. Угу. Так, а давайте-ка теперь будем смотреть, что у нас совпадает. У нас совпадает цветочек. Это у нас говорит о каком-то свидании, о какой-то встрече. Для кого-то это может быть знакомство, для кого-то это просто какая-то деловая встреча, для кого-то приглашение на свидание или приглашение куда-то приехать. Дальше смотрим. Так. Угу. Так, тут вроде нет. Дальше. Так. Угу. Ага, у нас метла еще совпадает. Ну, смотрите, здесь может быть какой-то конфликт у нас назревает. Может быть, по поводу этого нерешенного дела. Либо для кого-то проиграется, вы метите что-то из своей жизни, или просто будет какая-то уборка. Ну, здесь обычно бытовая такая, вот какой-то конфликт бытовой. Так, дальше. Угу. Так. Смотрите, я пока что ничего не наблюдаю. Если кто-то что-то заметит, то, конечно же, пишите мне в комментариях. Смотрите, подытожим давайте-ка. Будет у нас некая встреча. Для кого-то это может быть деловая встреча, для кого-то это просто вот событие в доме, да, то есть пришло какое-то приглашение, вполне возможно, либо пришли какие-то документы, кто-то позвонил, либо написал кто-то, есть какое-то такое вот приглашение на свидание, может быть, либо приезжайте в гости, потому что есть какое-то событие в доме, либо приезжайте. Смотрите, то, из-за чего вы очень сильно переживаете. Вполне возможно, есть какие-то страхи вот по поводу вот этой вот луны. То есть это может быть какое-то очень важное событие в этом месяце, либо, либо просто вот даже событие, когда или посещаете раз в месяц, допустим, приехали в дом к родителям, вот, и вы переживаете, допустим, но здесь переживание за женщину, вполне возможно, либо за какое-то другое дело ваше, либо женщина, вот что-то связано с женщиной по по материнской линии, либо мама, бабушка, либо какая-то родственница по материнской линии, но это взрослые женщины. Так, приглашение, известие, новость, письмо, документ какой-то, может быть, придет, может, из-за которого вы переживаете. Кстати, есть какое-то нерешенное дело. Может быть, документ связан с этим нерешенным делом. Так, и есть у нас все заканчивается какой-то ссорой. Это какая-то бытовая ссора. То есть это может быть событие в доме и может из-за нерешенного этого дела, из-за того, что что-то не может никак решиться, может быть какой-то конфликт бытовой, да, на бытовой почве. Так, либо может быть просто уборка. Приехали домой к родителям, просто убрали и все. Так, ну вот такой вот прогноз. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Всем пока-пока, до новых видео.